Здравствуйте, в эфире Кабар, и сегодня мы поговорим о деятельности Конституционного суда. У нас в гостях заведующий отделом аналитики Конституционного суда Чингиз Ширгазиев. Здравствуйте. Здравствуйте. Не все знакомы с функциями Конституционного суда, с его возможностями и полномочиями. Каким образом он защищает права граждан, чем может помочь им. Давайте начнем с самого главного. Хорошо, благодарю за вопрос. Прежде всего, должен отметить, что в любом правовом государстве действует принцип верховенства Конституции и ее непосредственное и прямое действие. И в обеспечении этого принципа важная роль отведена Конституционному суду, важнейшей задачей которого является защита основ конституционного строя, охрана прав и свобод граждан и, разумеется, человека, и обеспечение верховенства Конституции и ее прямого действия. В общем, в этих задачах и заключается основная роль Конституционного суда. Это как бы основа, фундамент, да, вот эти постулаты незыблемые, за которыми наблюдает Конституционный суд, за тем, чтобы они оставались незыблемыми. Да, абсолютно верно. И мы знаем, что, хочу уточнить такой момент, мы знаем, что Конституция у нас несколько раз менялась и происходило перераспределение полномочий, были определенные реформы. Что сейчас изменилось? Какие возможности появились у граждан? Как вам известно, вообще Конституция Кыргызской Республики подвергалась изменениям 11 раз. И вот вследствие референдума, проведенного 11 апреля, была принята новая Конституция. И в связи с принятием Конституции Конституционному суду, как я отметил ранее, отведена важная роль, укреплена, так сказать, институциональная и организационная независимость. Если раньше Конституционная палата имела название Верховного суда, то Конституционный суд стал самостоятельным высшим органом судебной власти. И из изменений можно сказать, что количество судей, прежде всего, из 11 снизилось до 9 судей. Расширены полномочия, дополнены такими полномочиями, как дача официального толкования Конституции, дача заключения о соблюдении порядка выдвижения обвинения против президента и разрешает споры о компетенциях между органами государственной власти. Вот 3 новыми полномочиями дополнены компетенция Конституционного Если суда. можем поговорить более предметно, а увеличилось ли сейчас обращение граждан? Да, мы в последнее время заметили тенденцию возрастания количества поступающих обращений в адрес Конституционного суда. И здесь следует особо подчеркнуть, что количество обращений, поступающих в адрес Конституционного суда, не только возросло, но и возросло количество принятых к производству обращений. То есть это у нас составляет порядка 25% до 30% обращений, поступающих, принимаются к производству. Тогда как в ведущих европейских странах количество составляет всего 5-10%, а в Германии вовсе составляет около 2%. То есть нагрузка существенно увеличилась на Конституционный суд. Как вы с этим справляетесь и с какими вопросами в основном обращаются к вам граждане? В основном люди, находясь в различных взаимоотношениях с другими гражданами, попадают
в непонятные и неловкие для них ситуации. В основном зачастую это касается, когда проблема возникает с применением уголовного и гражданского законодательства. И зачастую большинство обращений, поступающих от граждан, в основном они оспаривают нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства. То есть нормы Уголовного кодекса и нормы уголовно-правового законодательства зачастую препятствуют реализацию конституционных прав и свобод человека и гражданина. Вследствие этого и они к нам обращаются. Разумеется, мы смотрим. В случае выявления неопределенности коллегия судей принимает к производству и там уже дальше по процедуре. Ну, то есть такие случаи уже есть, да, и какие-то граждане смогли оспорить те или иные статьи нормативно-правовых актов, которые противоречат Конституции или вступают с ней в конфликт. Да, да, абсолютно верно. С момента преобразования Конституционной палаты в Конституционный суд, Конституционный суд вынес 14 решений, то есть это уже с 2022 года. И преобладающая часть решений связана с Уголовным кодексом, либо с Уголовно-процессуальным кодексом. Например, буквально вчера Конституционный суд вынес решение по части 5 статьи 80 Уголовного кодекса, где предусмотрено правило сложения зачета наказаний. То есть по той редакции, которая оспаривалась, срок содержания под стражей засчитывалось из расчета 1 день под стражей за 1 день лишения свободы. Конституционный суд вынес решение, что 1 день нахождения под стражей должно засчитываться за 2 дня лишения свободы. То есть таким образом удалось достичь сокращения срока, да? Сроков наказания, да. И тем самым обеспечить основное право человека, это право на судебную защиту, право на доступ. А еще по каким вопросам обращаются? В чем вот граждане по каким-то, может быть, решениям, которые считают неправосудными, уже по вынесенным приговорам? Есть такие случаи? К сожалению, Конституционный суд не рассматривает актов судов общей юрисдикции. Конституционный суд рассматривает только законы и иные нормативные правовые акты. Возможно, если гражданин считает, что судебный приговор или иной судебный акт основанный на каком-то законе, и этот закон вызывает у него сомнения в конституционности, то он может обратиться. В случае признания неконституционным этого закона, то у него появляется возможность оспаривания уже своего дела в судах общей юрисдикции. Как вы справляетесь с увеличивающейся нагрузкой и насколько она вообще возросла? В процентном соотношении ежегодно к нам поступает где-то около 50, но в прошлом году поступило 68 обращений. В этом году количество уже к апрелю приблизилось к отметке 25 обращений. То есть мы заметили такую тенденцию увеличения. И при этом должен отметить, что половина поступивших обращений принимается к производству. Это не всегда удается. То есть коллегия судей, специально образуемая распоряжением председателя, усматривает наличие неопределенности в нормах нашего законодательства. То есть мы заметили такую положительную тенденцию и такую положительную динамику. А вот какая работа проводится в
в случае вскрытия, да, каких-то противоречий в законах и Конституции, как создаются какие-то комиссии, либо рабочие группы по реформе законодательства, Да, и так я далее. понял. Ну, в случае признания закона неконституционным, у нас в Конституционном законе о Конституционном суде Кыргызской Республики детально регламентировано порядок исполнения наших решений. То есть Кабинет министров Кыргызской Республики в течение 3 месяцев разрабатывает законопроект, вытекающий из нашего решения, и вносит в Жогорку кеңеш, который рассматривает этот законопроект в внеочередном порядке. На соответствии с Конституцией, да? Да, И да, таким образом, вот по этой процедуре туда вносятся изменения для того, чтобы привести в соответствие. Абсолютно верно, но до приведения в соответствие действует наше решение, то есть не обязательно ждать принятия соответствующего законопроекта. Действует наше решение, которое имеет силу, можно сказать, самой Конституции. Какие сейчас перспективы в том плане, что близится 30-летие принятия первой Конституции? И что в этом направлении, какая работа ведется? Наверное, большинству известно, что указом президента был утвержден план мероприятий по празднованию 30-летия Конституции, и Конституционный суд в этом комплексе мероприятий участвует практически во всех мероприятиях. Если взять непосредственно сам Конституционный суд, то Конституционный суд планирует в этом году большую международную научно-практическую конференцию, куда приглашаются куда приглашены представители зарубежных органов конституционного контроля, в основном европейских судов, соседних стран. И это благодаря тоже Венецианской комиссии через демократию и право. Ну, в этом направлении ведутся разного рода мероприятия, ну, в числе которых я отметил вот международную конференцию, которая состоится в этом году. Есть ли какие-то необходимость выработки каких-то новых законов, да, для того, чтобы улучшить состояние прав человека, либо изменить какие-то законы, да, вот в этом направлении, если не говорить, допустим, о каких-то решениях, которые принимаются по обращениям граждан, в плане продвижения реформ, какая-то работа проводится Конституционным судом? Есть вообще такое направление? Ну, Конституционный суд участвует в реализации мероприятий государственной целевой программы, которая утверждена вот в начале марта указом президента. Там предусмотрены ряд мероприятий, которые как раз таки направлены на улучшение текущего состояния, связанного с защитой прав и свобод человека и граждан. Если взять, то в целях, например, установления конституционной законности в государственной целевой программе предусмотрены меры по улучшению деятельности Конституционного суда в части ее узнаваемости среди населения посредством проведения различных школ конституционализма, созданием центров в вузах, центров конституционализма в учебных вузах, проведение летних школ и дней открытых дверей в Конституционном суде. А как вообще сейчас построена работа Конституционного суда по взаимодействию с судами общей юрисдикции, с государственными органами? Как вот это вот направление работает?
В соответствии со статьей 102 Конституции, судья, который применяет закон при разрешении какого-либо дела, если у него возник сомнение в конституционности, то он непременно должен обратиться в Конституционный суд, чтобы Конституционный суд вынес соответствующее решение о соответствии либо несоответствии этого закона к Конституции. То есть таким образом такая система взаимоотношений у нас заложена еще в Конституции. А также с другими государственными органами мы взаимодействуем в рамках конституционного судопроизводства. Например, если гражданин к нам обратился, то он признается обращающей стороной, а стороной-ответчиком всегда является один из органов государственной власти. В то же время мы привлекаем в качестве третьих лиц всех тех госорганов, которые задействованы в реализации этого закона. И таким образом у нас налажена такая система. Ну, то есть рассмотрение вот этих обращений граждан происходит вот так вот комплексно, да, с привлечением заинтересованных сторон, ведомств. Если это касается Уголовного кодекса, это может быть и МВД, да, и так далее. Абсолютно верно, да. Какие самые заметные решения, может быть, были приняты в последнее время, которые, ну, действительно помогли утвердить верховенство Конституции? Ну, Конституционный суд является правопреемником Конституционной палаты Верховного суда. Здесь мне следует тоже обратить ваше внимание и на решение Конституционной палаты, поскольку ее решение действует до сих пор. Поэтому в этой части я хотел сказать, что благодаря решению Конституционной палаты снизились ставки государственной пошлины. Если раньше составляло 10% от иска, то после вынесения решения эти ставки снизились, некоторые до 1%, ну, в зависимости от категории дел, но не выше 5% по сравнению с предыдущим размером ставки. И если взять Конституционный суд, то я, как выше отметил, что изменена система сложения зачета наказаний. То есть сейчас один день нахождения под стражей засчитывается за 2 дня лишения свободы. И так, насколько я помню, у нас была оспорена норма 167 Уголовного процессуального кодекса, в которой не предусматривалась возможность обжалования постановления следственного судьи в апелляционном порядке. То есть тоже благодаря решению Конституционного суда это стало возможно теперь обжаловать постановление постановление следственного судьи в апелляционном порядке. И этими нормами сейчас граждане как бы активно пользуются, да? Ну, решение Конституционного суда вступает в силу с момента оглашения, то есть гражданин может уже в любое время с момента вынесения решения претворять свои соответствующие права. Ну что ж, спасибо за беседу. А мне остается напомнить, что у нас в гостях был заведующий отделом аналитики Конституционного суда Чингиз Шергазиев. Всего доброго.